Вы столкнулись с лавиной вероотступничества. Ислам рушится изнутри. Это повергает многих приверженцев ислама и тому подобных в состояние абсолютной паники. И как люди, которые тонут в истории, они просто цепляются за что угодно. Они просто цепляются за что попало. Так, в последнее время самыми популярными были Эндрю Тейт и похожая ситуация со Сника. Обратите внимание, что Сника тоже наговорил кучу глупостей. И, конечно же, шок, он принял ислам. Шон Кинг потратил годы на развод и обман. Развод и обман. Развод и обман. Кидалово, 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 ложь, 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 ложь. Его разоблачают снова и снова. И что он делает? Он принимает ислам в самом начале Рамадана и устраивает из этого грандиозное представление. А затем сразу же начинает свой новый тур с выступлениями и сбором средств. Происходят очень-очень-очень интересные вещи. И что Мухаммед? И что Мухаммед? Его последний посланник. Его последний посланник. Поздравляю, брат. А теперь очередь Рэй. Я должен сказать, что это как-то слабовато. Не знаю, так ли делают там, где они были, где они приняли ислам. Потому что он поехал туда. Здесь, в США, когда они кого-то ловят, когда они обманом заставляют кого-то прочитать шахаду, как только она заканчивается, кто-то кричит «Такбир». И тогда вся толпа начинает кричать «Аллах Акбар». А он этого не получил. Так что я не знаю, может быть, там все по-другому, или есть люди, которые уже немного подозревают этого парня. Что ж, вот и все, леди и джентльмены. Мощный, мощный, мощный дава. И вот теперь у них есть 3 величайших человека нашего поколения. У них есть Эндрю Тейт, у них есть Сника, и теперь Шон Кинг. Теперь Шон Кинг, и у них есть все они. Это тройная сила. Это тройная сила надежности, верно? Дэвид Поланский говорит, что Шона Кинга делает одним из величайших американских мошенников со времен Твена то, что он не просто принимает ислам в рамках подготовки своей будущей кампании, но он уже занимался сбором средств еще до объявления его перехода в ислам. И так этот парень организует сбор средств, а потом едет туда. Он организовал себе сбор средств и все остальное, все подготовил. А потом он едет и говорит: «Эй, ребята, я теперь мусульманин. Разве вы не счастливы? Поскольку мы знаем, и я знал это еще до того, как Тристан Тейт сказал, что, знаете, им предлагают что угодно. Я забыл, как он это сформулировал. Но им предлагают взятку, чтобы перейти в ислам. Я знаю 2 христиан, 2 арабских христианских пасторов, совершенно не связанных друг с другом. Они оба рассказали мне почти одно и то же. Один из них рассказал мне, и это был араб из Великобритании, пастор местной церкви. Он рассказал мне, что небольшая делегация, по-моему, из Саудовской Аравии, возможно, из Египта, но, по его словам, много лет назад они подошли к нему и сказали: «Мы хотим, чтобы вы объявили, что приняли ислам. И мы хотим, чтобы вы написали книгу. И книга должна быть о том, как, прочитав Коран и Библию, вы пришли к выводу, что Коран — это истинное Слово Божье». И они сказали: «Сделайте это и назовите свою цену». Они сказали, что цена может быть любая. Естественно, цена не может быть любой, ведь он мог бы сказать $100 триллионов или что-то еще, но они сказали: «Назовите свою цену, и мы ее вам дадим». А другой христианский пастор, араб-христианин, живущий в Калифорнии, сказал, что они подошли к нему после мероприятия. Когда он ушел с мероприятия и заехал на заправку, он увидел, что за ним следят, и он спросил их: «Ребята, что вы делаете?» Они подошли к нему и вручили ему Коран. И там было написано $2 миллиона. $2 миллиона, если ты примешь ислам и объявишь об этом. Итак, мы знаем, что такие вещи случаются. Так что да, это вопрос. Они просто предлагают. Понимаете, я имею в виду, что на их месте, если бы у вас была огромная финансовая поддержка, и вы хотели бы использовать эти деньги, чтобы обратить некоторых людей в свою веру, к какому типу людей вы бы пошли? Вы пошли бы к людям, в которых много честности, и которые никогда ни за что не продадутся? К таким парням вы бы пошли, чтобы их обратить, чтобы привлечь к своей новой религии деньгами? Нет, вы пойдете к парням, которые, знаете ли, не отличаются честностью. Когда вы знаете, что они мошенники, именно к таким вы и пойдете. И я не знаю точно ни о каких финансовых сделках с Эндрю Тейтом, с Ника или Шоном Кингом. Но скажем так, меня бы это ни в малейшей степени не удивило. Меня бы нисколько не удивило, если бы этим парням просто заплатили кучу денег. Потому что это именно те парни, которым можно заплатить, чтобы они приняли ислам. Нужны люди, которые легко примут такую взятку. Всю их жизнь они пытались преследовать честных людей. И, к сожалению, это не работает. И тогда они решили найти мошенников, чтобы это сработало. Так что да, вот такая вот проблема. В общем, почти все парни из Дава сейчас нарциссы. Я имею в виду настоящие нарциссы, а не просто: «О, этот парень немного эгоцентричен». Я имею в виду настоящие неподдельные нарциссы. И эти люди, которых называют знаменитыми обращенцами, которые сейчас появляются, это мошенники. Итак, теперь люди, которых поддерживают в обращении в ислам, тех, кого вы видите в социальных сетях, это парни из Дава, которые являются кучкой нарциссов, и их знаменитых последователей, которые являются кучкой мошенников. Мусульмане всего мира, и я говорю это без
злого умысла. Для вас это плохо кончится. Я смотрю на это и думаю, что это просто смешно. Я хочу, чтобы нарциссов было больше. И я хочу, чтобы их нарциссизм подпитывался. Потому что я считаю это очевидным. Некоторые люди не видят перед собой даже на 2 хода вперед. Если люди, которые сейчас становятся чемпионами дауа в вашем сообществе, являются нарциссами, другими словами, если они жаждут внимания, они хотят, чтобы весь мир, весь мусульманский мир восхвалял их. Они хотят привлечь внимание к себе. Каждую возникающую ситуацию они рассматривают как способ привлечь к себе больше внимания. Как только среди вас появятся эти парни, просто элементарно проанализируйте их, проследите за их целью. Их цель останется прежней. Давайте предположим, что сейчас есть 5 нарциссов. Кто самые известные люди в дауа? Что представляет собой молодое поколение, которое решает, что делать со своей жизнью в дауа? Люди, которых привлекает дауа, что они хотят делать? Они являются образцами для подражания. Кто последует примеру этого подающего надежды нарцисса? И что произойдет, когда появится 10, 20, 30 парней, которые все законченные нарциссы и ждут внимания? Захотят ли эти парни разделить внимание с другими дауа ребятами? Нет. Каждый из них самовлюбленный человек. Он захочет привлечь все внимание к себе, и это неизбежно приведет к конфликту. Все эти дауа парни, которые являются нарциссами, начнут нападать на других дауа парней, которые также являются нарциссами, потому что каждый из них хочет привлечь внимание к себе. И мы уже видим это. Мы уже видим, как это началось. Мы называем это дауа войнами. Но дауа войны только начинаются. У вас есть все эти законченные мошенники, которые становятся вашими новыми знаменитостями. Но это ненадолго. Вас полностью готовят к краху. Говорю вам как критик, но как честный критик. Я нахожу это абсолютно забавным. Я не знаю, что вы можете с этим поделать, но я по-прежнему достаточно честен с вами, потому что вы люди, и я хочу для вас самого лучшего. Но я также верю, что для вас будет лучше, если ваша религия рухнет. И я хочу сказать, что я буду сидеть здесь и говорить вам очевидные вещи, потому что важно отметить, что людям важно понимать, что происходит в таких ситуациях, потому что это происходит повсюду. Это происходит не только в исламе, это будет происходить повсюду. Лучший способ избежать манипуляций — это не разоблачать манипулятора и не убеждать его в том, что он не должен манипулировать людьми. Лучший способ остановить манипулятора — это стать, что называется, трудной мишенью, когда вы не поддаетесь на манипуляции. Поэтому, в конце концов, я хочу, чтобы мусульмане не поддавались манипуляциям. И поэтому, когда я увижу, что произойдет, и как вами будут манипулировать, и как все эти нарциссы и мошенники в конечном итоге завладеют вашим сообществом, я буду говорить вам, потому что, в конце концов, я хочу, чтобы вы были из тех людей, которые не поддадутся на эту чепуху. Прямо сейчас все, что я могу сделать, это предупредить вас. А потом, через несколько лет, когда вы увидите, как все это происходит, я вернусь и скажу: но я же вам говорил.